такие, скажем, не только близкие, дружественные, но и родственные. Да. Вот, когда Петр I, такой великий реформатор, собирался строить Санкт-Петербург, он приезжал в Казань и как раз отбирал именно специалистов, скажем так, по дереву, по строительству именно в Казани. О, Поэтому чудесно. мы Ну что ж, тоже имеем отношение к строительству великого самое культурного прямое, нашего да. Ну, Виктория, города. сейчас уже... Так, начинаю тогда эфир. Zoom сейчас, секунду. Мы в эфире. Дорогие наши подписчики портала Питер Татар на YouTube-канале Питер Татар, я Катифа Ганединова. Приветствуем вас сегодня, в первые выходные весны этого года. Мы вам подготовили замечательный подарок, такой, знаете, вдохновляющий, весенний. Будем говорить про красоту, про стиль, про национальный костюм. И для этого, а я пока все это говорю, у меня аж прям это сразу же внутри больше вдохновения, более стати вот этого достоинства, потому что я хочу представить нашу персону, нашего спикера сегодняшней лекции. Это Римма Кашапова, руководитель Организационного комитета международного конкурса дизайнеров национальной одежды International Fashion с 2009 года по 2015 год, член жюри фэшн-показа Volga Fashion Week 2017 год до 2019 года и руководитель наставников международного проекта Алтын Хасите 2020 год. Итак, с нами Римма Ханум, мы вас приветствуем, и вы сегодня с нами будете нам рассказывать. У нас лекция достаточно интригующая, мы когда сделали анонс, все начали аплодировать заочно, говорить, очень-очень ждем. А звучит наша лекция таким образом. Что же такое имперский стиль? И, конечно же, основная тема будет посвящена Алтын Хасите. Поэтому вот, собственно, приветствуем вас и наследие имперского стиля и другие истории костюма Алтын Хасите в прямом эфире Римма Кашапова. И самый связь Римма Ханум. Исәнмесез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хәерле көн, хөрмәтле минем өчен бик якын булган һәм инде якын гына түгел, яраткан ханымым дип әйтәсем килә, дустым дип әйтәсем килә, Катифа ханым. Добрый день всем. Я очень рада сегодня присутствовать вот в таком прямом эфире. Мы будем, безусловно, говорить о красоте, мы будем говорить о культуре, мы будем говорить о наследии, мы будем говорить о том, что нас ожидает в будущем. Позвольте несколько слов сказать о нашем проекте. Этот проект имеет хорошую историю, предысторию. Дело в том, что впервые международный конкурс дизайнеров, подчеркиваю, дизайнеров национального костюма здесь у нас в Казани, в столице нашей республики, мы провели в 2009 году. Это было грандиозное событие, мы долго готовились к этому, потому что как раз созрел интерес к истокам, созрел интерес к истории, и в то время очень многие хотели посетить город Казань, и этот проект у нас был международный. В силу некоторых обстоятельств он потом немножко претерпел изменения, и в 2020 году, вернее, в конце 2019 года было принято Министерством культуры решение, что все-таки будем делать новый проект, международный проект Алтын Хасите, который в себя включает очень много интересного. Об этом потом расскажут еще, я думаю, гости. А я хотела бы сказать, что такое костюм, что такое культура и что такое история, одним словом рассказать, к сожалению, невозможно. И тем не менее мы сегодня начнем немножко с истоков, и мы немножко начнем с того, что мы покажем, вернее, расскажем нашим зрителям о культурном наследии нашей нации, татарской культуры. Вот, что хочу сказать, что международный проект Алтын Хасите – это огромная команда, это большой труд, это труд и научных сотрудников, это труд дизайнеров, это труд модельеров, это труд
чиновников в том числе, безусловно, организаторов. И здесь я хотела бы сказать большие слова благодарности министру культуры Ираде Хафизяновне, потому что с ее легкой руки мы начинали в 2009 году международный конкурс International Fashion, и в 2020 году была кульминация большого уже проекта международного Алтын Хасите, который мы провели в очень, мне кажется, красивом, таком достойном формате. Мы показали себя, мы рассказали о себе. И я хочу вам сказать, что история костюма, она такая непростая. Вот многие у меня спрашивали, когда вот увидели нашу афишу, что такое общеимперский стиль, откуда это все взялось. Вы знаете, история костюма, она история татарского костюма. Речь идет сегодня именно о татарском национальном костюме. Она своеобразна, потому что она, начиная с начала средних веков, очень сильно трансформировалась, развивалась. Мы все знаем такую эпоху, такое время под названием Золотоордынская эпоха, это средние века, когда, в общем-то, первые шаги к формированию нынешнего вот того состояния, которое у нас сегодня есть в национальном костюме, они закладывали в то время. Вы знаете, что такое общеимперский стиль? Общеимперский стиль – это стиль, когда когда в одежде соблюдались фасоны, ткани, колористика завоевателя. То бишь общеимперский стиль в средние века – это был, безусловно, стиль монгольского костюма. И когда мы говорим, что… Хотя, вы знаете, терминология общеимперский стиль, если взять на французский прононс, как он называется стиль ампир, он пришел, скажем так, в лексикон фэшн-индустрии именно в наполеоновские времена. Но до этого есть научная терминология, которая называется именно имперский стиль. Это стиль того времени, средних веков, это стиль Золотой Орды, это стиль завоевателя, это стиль фасона одежды, именно монгольской одежды. И когда мы видим на старых фотографиях XIX века, на старых фотографиях начала XX века некоторые костюмы, которые идут, если вы обращали внимание, а если нет, то после лекции обратите внимание, с таким запахом или направо, или налево, это вот как раз это, скажем так, отголоски того периода, того общеимперского периода, того времени, когда носили фасоны монгольского костюма. Что я вам хочу сказать, что в разные периоды разных столетий костюм, татарский национальный костюм, конечно, он трансформировался, причем трансформировался очень здорово. Дело в том, что после принятия ислама, именно с приходом исламской культуры, с приходом, скажем так, с приобретением, с входом в культуру ислама, в эту религию, в этот огромный мир, можем сказать, конечно, все немножко уже становится иным. Когда антропоморфные, скажем, красивые вышивки, красивые подачи, набойки на тканях уходят на второй план, потому что мы знаем, что в исламе ни в коем случае нельзя изображать животных, людей. Сюда переходит, конечно, некоторый такой, знаете, растительный, геометрический, растительный, красивый орнамент приходит с исламом. Вот что я вам хочу сказать, что ислам, он привнес порядок в фасон и в орнаментуру костюма. Но в то же время в некоторых смыслах я вам хочу сказать, что общеимперский стиль, который был в Золотую Орду,
Он сохранился иногда в деталях. Я вам сегодня покажу одну книгу интересную, там есть фотографии, и вы это увидите. Такой своеобразный фасон одежды, который еще сохранялся до конца XIX века. Это тоже отголоски общеимперского стиля. Я хочу вам сказать, что ислам привнес свои каноны, ислам привнес свою цветовую гамму, ислам привнес очень интересную подачу полностью костюма, женского костюма, потому что произошла некоторая трансформация в плане аурата, женского аурата. Поэтому татарские женщины всегда славились и сейчас славятся, естественно, своей скромностью, целомудрием своим. И поэтому даже стиль модерн, который пришел в конце 19, ну, даже не в конце, в начале 20 века, он привнес, конечно, свои какие-то новшества в костюм, в татарский национальный костюм. И тем не менее, я вам хочу сказать, что именно влияние ислама держит в таких строгих канонах и подаче элегантности в одежде в начале 20 века. Что самое интересное, что стиль модерн, который был довольно-таки широко развит именно в культуре татарской буржуазии, он принес изысканность. Он принес такой шарм, можно сказать. Вы знаете, мы в 2019 году, в конце года, были приглашены с нашей небольшой командой, были приглашены на неделю ташкентской моды, прошу прощения, на неделю ташкентской моды в столицу Узбекистана, в Ташкент, и мы повезли коллекцию именно такого буржуазного стиля на показ. Что произвело впечатление и что удивило всех? Удивила сдержанность, удивила элегантность и еще удивил мужской костюм. Почему? Потому что вот сейчас это очень модное направление, очень модная тенденция, возврат к истокам. Мы хотим себя идентифицировать именно тем, что мы хотим себя украшать элементами собственной национальной культуры, в одежде, в аксессуарах, скажем так. И иногда мы забываем об очень важных вещах. Я имею в виду и не только вещах, но и личностях. Мы иногда забываем о мужчинах. Дело в том, что во всех показах всегда, в основном 90% участвуют женские коллекции, коллекции для женщин. К сожалению, к моему великому сожалению, мужской коллекции бывает очень мало. И мы тем самым произвели фурор, когда повезли именно и мужскую, и женскую коллекцию. И мы показали одежду татарской буржуазии конца 19-го, начала 20 века. Это было очень великолепно, это было неожиданно, это было изысканно, это было сдержанно. Ташкент нас принял на ура. В Ташкенте были представители университета из Италии. Была Юлия Далакян со своим показом, со своей коллекцией, и были многие другие дизайнеры. Я вам хочу сказать, что мы получили огромное количество комплиментов в наш адрес. Особенно были в восторге именно итальянцы, потому что для них это было очень удивительно. Они для себя сделали новое открытие в национальном костюме, в нашем, татарском. И без ложной скромности хочется сказать, что мы были приглашены в Италию. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы не смогли принять участие в показе в Италии. Они этот показ перенесли до лучших времен. Я надеюсь, что у нас вот скоро появится такая возможность прекрасная. Мы сейчас создаем коллекции по результатам первого нашего конкурса, где
в разных номинациях выиграли разные дизайнеры и разные модельеры. И мы готовимся к тому, что когда мы создадим эту коллекцию, мы хотим, безусловно, ее не просто где-то спрятать в закромах или в хранилище. Эта коллекция будет ездить по миру. Эта коллекция будет показана на разных фэшн-показах. Эта коллекция будет представлять нас, современных татар, татар, которые вот так вот на сегодняшний день видят свою культуру и в том числе и одежду, современную одежду, и не только. У нас есть номинация реконструкции исторического костюма, где нам было очень сложно работать в этой области, потому что, к сожалению, ничего с поры Казанского ханства, увы, не сохранилось. Мы по крупицам искали те или иные, в общем, скажем так, гравюры, какие-то факты, чтобы собрать вот такую, воссоздать или, в общем-то, может быть, не столько воссоздать, может быть, просто это наше видение того времени, и мы создаем номинацию реконструкции исторического костюма. Вот сейчас над этим мы работаем, создаем костюмы. Я вам хочу сказать, что это очень сложный труд, потому что нет тканей, нет фактов, нет, скажем так, сохранившихся каких-то элементов, к сожалению. Что хочу вам сказать, что нам помог тот термин, о котором я начала сегодняшнюю лекцию. Нам помогла общеимперское наследие, нам помогли в Узбекистане, нам помогли в Санкт-Петербурге, и мы вот все вместе сделали эскизы, все вместе посмотрели, как это могло бы быть в то время, как могла бы выглядеть наша царица Сюмбике, как мог бы выглядеть основатель Булгарского ханства Кубратхан, как мог бы выглядеть основатель Казанского ханства великий Улу Мухаммад. Улу Мухаммад – это, конечно, безусловно, наследие Золотой Орды, наследие чингизидов. Вот мы сейчас потихонечку завершаем работу над этой коллекцией. Я думаю, скоро у нас будет такая возможность показать всему миру, и не только представителям жителям, вернее, нашей республики, но и всему миру. Вот. Работа очень тяжелая, работа кропотливая, начиная с головных уборов, заканчивая обувью, украшения. И вы знаете, когда нет генезиса, очень сложно работать над истоками. Вы знаете, я сегодня, я не знаю, видно или нет, я сегодня вот нахожусь на лекции в ХСТ, и в одном из наших общеимперских украшений, хотя хочу отметить, что это все-таки не точная копия, это стилизация одного из украшений. Вот кто из первых, вернее, кто самый первый ответит, что это такое, вот это вот украшение, которое у меня на шейном украшении, как оно называется, получит от меня приз персональный. И о нем я расскажу чуть попозже. А сегодня я еще попутно хотела бы поделиться такой новостью, поделиться таким открытием. Это действительно научное открытие. Немножко хочу рассказать о нашем национальном, одним из самых уникальных, одним из самых, скажем так, самобытных украшений ХСТ. Вот я когда общалась и с Светланой Владимировной, и с Фанзилей Хакимовной, и с остальными, с другими, особенно мне помогла в этом плане профессура из Санкт-Петербурга,
вот, Татьяна Григорьевна Емельяненко, я бы хотела вам сказать, что, вы знаете, генезис Хасите у нас вообще в принципе нигде не указан, нигде не рассказан. Но мой пытливый ум никак не мог успокоиться тем, что Хасите, одно из ранних изображений Хасите есть в списке картины «Царицы Сюембике». Все знают эту картину, где она со своим сыном в обнимку сидит. Вы знаете, мне этого показалось недостаточно, потому что я знаю, что Хасите имеет очень древние корни. Я поехала в Санкт-Петербург, не поленилась, сходила в наш знаменитый Российский этнографический музей, встретилась с учеными людьми и, можно сказать, их пытала. Я говорю, ну как же так? Я говорю, ну не может такого быть, чтобы Хасите имела какой-то вот такой непонятное начало, потому что о Хасите говорится в XVIII веке, есть у нас украшения конца XVIII, середины XIX веков, которое уже трансформировалось и ушло в народ с купеческого сословия. Но вы знаете, Всевышний есть, слава тебе, Господи, Аллаха шикар, дибейтаса киля. Вы знаете, мне помогли, случилось чудо, я нашла истоки. И я думаю, что это не предел, может быть, это еще и дальше пойдет в наших научных разработках. В книге Альбаума «Живопись Афросиаба» есть в настенной живописи такое изображение 3 всадниц, сопровождающих свою госпожу. То есть это дамы высшего сословия, царского высшего сословия. Они, всадницы, сидят верхом на лошадях, очень красивые шелковых одеждах, и у троих же великолепно изображено наше любимое татарское национальное украшение под названием Хасите. И вы знаете, моему счастью не было предела, потому что это VII век, это еще доисламский, соответственно, период, это Великая Согдиана, это правитель Вархумана, и вот там, в этой зале изображена жизнь и деятельность вот того периода, царя того периода, и не только, там и посольские такие делегации присутствуют, разные антропологические, расовые представители разной антропологии, разных рас. И очень красиво, и очень красочно это все изображено именно на этих настенных росписях. И вот эти вот 3 всадницы в Хасите в VII веке, представители западного тюркского каганата, скачут вместе со своей госпожой в нашем Хасите. Материал об этом я написала в нашем журнале, в декабрьском номере, в журнале «Сюембике». Что я вам хочу сказать? VII век, вы представляете, VII век. И в VII веке было наше Хасите. Естественно, оно с веками, со временем трансформировалось. Оно вообще, в принципе, я вам хочу сказать, что Хасите и вот это вот украшение – это признаки высшего сословия. Вот кто из вас, из зрителей, скажет мне, что же это все-таки за украшение, я вот еще раз говорю, сегодня у нас получит приз. Что вам хочу сказать? В Самарканде, когда одно дело ты в книге, одно дело ты в разговорах, и когда я в этом году в Самарканде собственными глазами на этих настенных росписях увидела татарское Хасите, время правления Вархумана, я вам хочу сказать, что у меня, вот говорят, мурашки по телу, ну, не только мурашки по телу, и навернула на слезу, потому что тут мы уже видим факты вещи прямо, тут мы уже видим действительно, какое наследие мы получили, какое наследие есть у нас в руках.
И это наследие мы должны сохранить, это наследие мы должны беречь, это наследие мы должны любить, потому что без культуры, без истории, я думаю, нет ни у одной нации будущего. Вот. И возвращаясь к общеимперскому стилю, который был в золотоордынский период, вы знаете, у нас была не так давно такая встреча, вернее, встреча, можно сказать, семинар такой по национальному костюму, который мы пригласили нас в город Елабуга. Это я уже на другую тему вам рассказываю. Дело в том, что самое главное в национальном костюме – это головной убор. И когда в Елабуге на встрече с представителями сотрудников, работников культуры я показала костюм, то есть я показала рисунок женского костюма девушек, но без головного убора, вы знаете, ошиблись все. Ошиблись все, потому что головной убор – главный идентификатор национального костюма. Вот когда мы говорим о Золотой Орде и монгольском периоде, головной убор того самого монгольского периода, он сохранился буквально до 20-х годов 20-го столетия. Я вам расскажу интересную вещь. Если помните, во время революции, во время гражданской войны был такой головной убор под названием буденовка. Вот этот вот фасон этой буденовки является наследием общеимперского нашего фасона монгольского. Потому что монгольские головные уборы всегда это кочевые племена. Кочевые племена, речь идет о чем? О главной юрте, о том, что в юрте, в принципе, сосредоточено все. И головные уборы у них в то время именно в фасоне придавали такой интересный, то есть, скажем так, выглядел как мини-юрта, это все выглядело. И поэтому, когда вы видите вот эту вот буденовку, эта буденовка, она тоже не такая трансформированная шапка того периода. Вы знаете, когда мы видим, что после завоевания Казанского ханства, вернее, после падения Казанского ханства у нас стали и костюмы трансформироваться и переходить по регионам, получилось так, что в разных местах татары, естественно, у них есть свой фасон, естественно, есть свой головной убор, но общий головной убор названием калфак присутствует у всех татарских женщин. Он разного фасона, безусловно, он разной конфигурации, он по-разному может быть украшен, он по-разному может быть, скажем так, с позументами разработан и так далее, но калфак – это самый главный идентификатор татарской женщины. И когда мы видим старые черно-белые фотографии 20 века, конца 19 века, мы видим великолепие, скажем, даже европейского платья у наших женщин, но у каждой татарской женщины на голове присутствует тот самый знак принадлежности к нации и культуре – это калфак. Вы знаете, вот в конце XIX века, когда татарская буржуазия получила такую возможность
получать образование в Европе, когда в пору своего правления Екатерина уже начала даровать, вернее, не дарить, а даровать дворянские сословия, когда Эби Патша, я немножко буду и на татарском говорить, мне очень хочется поговорить. Я понимаю, что в основном это русскоязычная аудитория, тем не менее, я очень хочу еще и по-татарски объяснить. Эби Патша заманында иң беренче мануфактураларны татар сәүдәгәрләренә биргән ул Әби патшабыз. Ни өчен? Чөнки без бер дини кешесе, ислам динендә булган кешеләр, шуның өчен Урта Азияга иң беренче иттереп сәүдәгәрләрне менә шул мануфактура ачырга һәм рөхсәт бирү турында әлбәттә татар халкына бирелгән. Что хочу сказать. Первые мануфактуры появились в пору правления Екатерины Великой. И первые мануфактурщики были татары. Почему? Потому что с тех самых времен, когда был Великий Тюркский каганат, и заканчивая практически 18 веком, вернее, не 18, а где-то 16 веком, это Великий Шелковый путь, это торговые пути, это шикарные ткани, которые привозились именно из Азии, это великолепие китайского шелка, великолепные украшения и камни, самоцветы из Индии и так далее, и так далее. Соответственно, все это привозилось нам из Бухарского ханства, из Узбекистана, из Согдианы, из мест, где, начиная с раннего Средневековья, жили, творили, можно сказать, совместно работали с узбекскими мастерами в то время, сагдийскими мастерами и так далее. Наши представители, тогда не было как таковой татарской национальности, и поэтому их называли булгарами или говорили булгаридан килган халык. Потом позже их называли казанлы, астраханлы, касымлы, то есть из Касимова приезжали. И я вам хочу сказать, первые мануфактуры, замечательная возможность привоза тканей, а ткани были действительно красивые, потому что ткани везлись из разных стран, не только из Средней Азии, хотя Средняя Азия в то время уже очень на протяжении многих веков сама занималась ткачеством. И, естественно, полностью начиная, можно сказать, начиная с 15 века и по сегодняшний день мы, безусловно, пользуемся тканями из Средней Азии в том числе. Но я вам хочу сказать одну важную вещь. С появлением первых мануфактурщиков появились, скажем так, купеческое, такое сильно развитое купеческое сословие наше татарское, и появились люди, которые много привнесли в развитие костюма в том числе, потому что шелк делался только в Средней Азии, естественно, изначально в Китае, а потом позже, конечно, Бухарское эмиратство и не только аккумулировало все в своих руках. И хочу вам сказать, что шелк имел огромную роль в жизни не только правителей, но и воинов. Мало кто, наверное, знает, что Кубрат-хан, это я уже возвращаюсь к истории, когда мы искали и долго копались, что же носил Кубрат. Кубрат и правители того периода и позже все, оказывается, носили шелковые рубахи. Мало кто знает, почему. Я сегодня расскажу, почему они носили шелковые рубахи.
Вы знаете, что шелк – это 97% белка и 3% жира. А шелк – это удивительная ткань, который может стать антисептиком. Шелк является, скажем так, охранником чистоты, ну, то есть вашего кожного покрова. Именно воины, руководители, полководцы всегда носили шелковые рубахи в то время, даже когда они попадали, ну, то есть во время сражений, если они были ранены или получали какие-то увечья, именно, оказывается, шелк их в некотором роде, скажем так, спасал от заражения крови, допустим. Шелковая одежда не дает, вообще шелк не дает распространению пыли, пылевых клещей. Вот тут я вам открою один большой секрет. Если вы аллергик, если у вас аллергическая реакция на пыль и на все остальное, мой вам совет: покупайте шелковое постельное белье. Да, оно не дешевое, и тем не менее, во-первых, шелк очень такой ткань очень долговечная, крепкая. Я вам хочу сказать, что, оказывается, именно вот у кого проблемы со здоровьем в плане аллергии и так далее, вот шелк – это такое спасение. Кроме этого, естественно, шелковое полотно – это, безусловно, это очень красивая и элегантная ткань. Шелковое полотно в свое время носили, безусловно, только правители, руководители и высшее сословие. Они могли себе это позволить, потому что Китай долго хранил секреты шелка. И я вам хочу сказать, что в Средней Азии молодцы, у них получилась эта возможность у себя потом в дальнейшем выращивать путовый шелкопряд и поставить на очень широкую ногу качества и шелкопредельные, хоть они и идут как ручные, и, ну, как бы они сказать, можно было бы сказать, что это все-таки кустарное производство, и тем не менее оно имело огромные масштабы. И я вам хочу сказать, что одежда из шелка всегда была праздничной. И на сегодняшний день Узбекистан занимает одно из ведущих мест в производстве шелка. Мы очень любим узбекские ткани. В то же время вот мы в музеях, различных музеях Российской Федерации, когда видим одежду татар, она в основном сшита из смешанной ткани. Это и катовые абровые рисунки, и катовая ткань. Да, татары в XIX веке, XVIII веке, это торговые пути, они действительно оттуда привозили ткани и шили свою одежду, свои наряды. Но при этом никогда не забывая, что мы все-таки имеем свою культуру, и мы привносили в эту же ткань, в этот же фасон, вернее, в эту ткань свой фасон. Естественно, фасон был татарский, естественно, там были позументы, естественно, там были вышивки, и вышивка была очень изысканная, вышивка была тонкая, и шелковые нити тоже привозились оттуда, и вышивали и шелковыми нитями, и хлопчатобумажными нитями, разными нитями. И хочу сказать, что фасоны одежды именно того периода XVIII века, начала XX века, он где-то как-то еще у нас сохранился. Вы знаете, когда речь идет об одежде, я не могу сказать только о ткани. Речь идет всегда об обуви, речь идет, я уже говорила, выше сказано было о головном уборе. Обувь тоже
самая знаменитая наша татарская обувь, наши кожаные чаги, они тоже имели такую популярность, что правители бухарские носили татарские сапоги. Вот. И в летней резиденции последнего эмира Бухары имеется несколько пар обуви татарской кожаной мозаики. Они там представлены, они в хорошем состоянии, мне очень понравилось. Мне в этом году очень повезло. Дело в том, что я туда, в этот музей попала и увидела очень много перекликающегося и похожего на нашу культуру. По одной простой причине я могу сказать, почему. Потому что Бухарское ханство, оно имело очень тесные связи с нашими предками. Они имели не только торговые связи, они имели культурные, исторические и родственные связи в том числе. Вот. И многие, может быть, не знают, но я хочу напомнить, что великолепное архитектурное зодчество, которое находится в Санкт-Петербурге, Голубая мечеть, она тоже построена на средства бухарского эмира. Вот. Что хочу вам сказать еще. Вы знаете, когда речь идет о том, что как мы должны сегодня выглядеть, как же нам подать себя и при этом не выглядеть смешно. Одно дело сценический образ, когда со сцены великолепные певицы, артисты показывают сценический образ в национальном костюме, а другое дело повседневная наша жизнь, повседневная культура. И здесь мы тоже хотим вернуть какие-то истоки и вернуть какую-то, скажем, вернуть какое-то величие и былое вот того периода, может быть, или идентифицировать себя, безусловно, с татарской культурой, с татарской нацией, я бы вам хотела сказать, дорогие мои, вы знаете, вся суть в деталях. Не обязательно облачаться вот во все татарское, и чтобы и платье было татарское, и головной убор, и обувь. Если вы детально себя подчеркнете, то все сразу поймут, кто вы и откуда. Если головной убор, тогда изящный колпачок. Если украшение, я бы посоветовала вам хасите. Если, ну, хотя не каждый способен и не каждый возьмет на себя смелость украсить себя хасите. Хотя я бы вам порекомендовала именно хасите. На сегодняшний день является одним из самых уникальных украшений татарской культуры. Вот, что хочется сказать еще о том, как нашим детям привить культуру, как нашим детям привить любовь и к одежде, и к украшениям, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вообще, в принципе, у меня такая идея есть. Может быть, она покажется сначала немножко непонятной, но, может быть, кто-то услышит и кто-то прислушается. Я бы в детских садах, в старших группах уже бы рекомендовала родителям, и не только родителям, плести косички и заканчивать косички нашими татарскими щелками. Детские щелпы, оно будет очень красиво смотреться, и оно будет в памяти ребенка откладывать любовь и уважение к своей культуре. Я думаю, это было бы здорово, если бы наши дети ходили в косичках, девочки, плели косички и носили щелпы. Это будет очень модно, это будет в тренде. Вот. И, вы знаете, когда речь идет вот о тех деталях, которые мы хотим на сегодняшний день сохранить и показать, и, может быть, развивать, случилось так, что
Великая Октябрьская революция, к сожалению, не смогла дать полное формирование татарского национального костюма. Как раз именно период модерна только-только начинал и красиво, ну, скажем так, возродить национальный костюм, дал возможность, но не дал возможность его завершить. Вот сейчас у нас есть уникальная возможность в 21 веке сделать так, чтобы наш национальный костюм стал наряду с великими национальными костюмами других культур и национальностей. И вы знаете, вот именно тот период, я его обожаю, этот период татарской буржуазии начала 20 века, он был самым изысканным. И когда, вот я вам вначале сегодня рассказывала, что когда мы представляли себя в Узбекистане и показывали наш костюм, и мужской, и женский, итальянцы были в полном восторге, они сказали, мы даже, говорит, не подозревали, что это все ваше. А это действительно наш. Удлиненные камзолы, воротник-стоечка. Это великолепные платья, женские платья именно закрытые, потому что я вам еще раз говорю, здесь уже ислам, и здесь целомудрие. Татарская женщина всегда должна была быть не только красивой, изысканной и так далее, но и всегда соблюдать каноны ислама. Здесь украшения, сдержанные украшения, те же щупы, те же удивительно уникальные йока-щелбара и те самые красивые, удивительные, вышитые, то есть сделанные вышивкой из мелкого речного жемчуга, тот самый треугольный колфачок, при виде которого все уже знали. Например, семья Романов, когда общалась скажем так, с дворянами татарских сословий, они знали, что это вот наше татарское. И они они очень уважительно относились к одежде и культуре. И я вам хочу сказать, что допетровский период российских, скажем так, правителей, это тоже имеет отношение вот к тому великолепному стилю, который называется общеимперский стиль, золотоордынский стиль, он тоже есть в костюмах российских правителей того периода. И вот завершая свое, скажем так, выступление, я бы хотела сказать, мы готовимся, мы проводим, мы делаем научные изыскания в области ювелирного зодчества, в области текстильного направления. И я вам хочу сказать, это уже мой совет молодым дизайнерам. Дорогие друзья, если вы решили создать коллекцию в этническом стиле, в своем видении, безусловно, это, пожалуйста, как угодно. Но если вы решили сделать татарский национальный костюм, а когда уже татарский национальный костюм, это уже, знаете, такая строгость, такие правила, где вы должны их соблюдать. Вот еще раз, в прошлый раз мы с Катибой Ханом, когда разговаривали, я тоже еще говорила, не стесняйтесь обращаться. У нас в республике есть Таткульт ресурс-центр. У нас в республике есть замечательное учебное заведение под названием Техникум художественных промыслов, где работают великолепные специалисты, и всегда все вам пойдут навстречу, и всегда вам дадут хороший совет, причем за это денег никто не возьмет и не попросит. Не стесняйтесь обращаться. У нас многие стесняются и говорят, вот я хочу в татарском направлении работать, только я не знаю как. Вы знаете, татарское направление, оно такое благодатное, оно такое широкое, оно такое щедрое. И вот когда начинают говорить, ой, а тюльпан-то татарский, я вам хочу сказать, напомнить, что тюльпан как раз символ ислама. И с приходом ислама он пришел в нашу культуру. И когда вы будете изображать тюльпан ля-ля-не в тех или иных видах одежды, я прошу вас быть весьма
внимательными и весьма осторожными, потому что ля-ля обозначает Аллахның исемен. Аллах Тәгаләнең шуның өчен ля-ляны ясаганда игътибарлы булыгыз. Ля-ля чүкүләне түгел. Вот. А по поводу того, что нас ожидает в будущем, в этом году мы планируем провести несколько семинаров, несколько проектов в том числе. И вот, пользуясь случаем, я хочу пригласить. Не стесняйтесь, обращайтесь, пишите. Мы будем всегда рады. Я даже, знаете как, я бы даже хотела сказать, уважаемые, дорогие, если здесь присутствуют господа от бизнеса, вот не пожалейте своих денег и вложите их, пожалуйста, в наших детей. Вот я сегодня дала такой совет, что такое щелпе и как вот привить любовь к собственной культуре вот через такие вот довольно-таки небольшие детали ювелирного искусства нашего. Вот если бы вы взяли на себя такую миссию пропаганды и, скажем так, прививания нашей культуры именно вот подрастающему поколению, мы были бы очень рады и счастливы. И более того, если вам нужны какие-то советы по поводу пропорций, как это нужно делать и так далее, обращайтесь, не стесняйтесь. Вы знаете, вот по результатам тех лет, сколько мы работаем, сотрудничаем с дизайнерами, с производителями, даже с производителями косметической линии нашей, я имею в виду республиканской, татарстанской, они все берут рецептуру, берут, в общем-то, все какие-то секреты с тех самых времен, когда, вот я вам сегодня рассказала немного о свойствах шелка. Казалось бы, да, это вот нынешние, скажем так, научные уже разработки и уже научные открытия, которые современная наука сделала, и, естественно, это все в интернете есть. Но я вам хочу сказать, каково же было, каковы были умные люди в наше, вернее, в то время, которые прекрасно знали о тех свойствах полезных, уникальных свойствах того же шелка, уникальных свойствах хлопка, шерсти. Вы знаете, что, например, когда наши татарские купцы начали сотрудничество именно с Азией, Средней Азией, в основном это была действительно Средняя Азия, наши купцы отсюда возили, с Сибири. Вот никто не угадает. Все думают, что возили мех, возили пушнину, возили лен и так далее. Но еще возили, знаете что? Металл. Вот, возили металл, и, соответственно, отношения были, ну, просто не то, что полюбовные, торговые и так далее. Действительно, отношения были очень теплые, отношения были деловые. И когда мы иногда видим в глухой Сибири ткани, созданные в Азии, и когда мы видим в глухой Сибири жемчуга, бирюзу иранскую, когда мы видим в украшениях те же самые, тот же самый янтарь, и когда мы в украшениях видим разного рода самоцветы, мы удивляемся все-таки той географии, огромной, широкой географии нашей культуры, которая, вот казалось бы, откуда у сибирского ханства в глухом, довольно-таки в тайге, там, скажем так, в тех суровых климатических условиях мы находим и до сих пор находим, и в этнографических музеях они представлены, великолепные самоцветы, шикарный бархат и кожа, великолепные выделки. Это все труды наших предков, труды их работы, труды их зодчества, труды их мастерства. И когда мы рассказываем о нашей культуре,
вот особенно вот я была в Бухаре, в Самарканде, вы знаете, мне даже рассказывать не приходится, они все знают. Они говорят: о, мы, говорит, знаем, у вас самые лучшие софьяновые сапоги. Говорит: о, мы знаем, у вас очень тонкое ювелирное искусство, у вас воздушные серьги татарские, которые у нас не делают. И это меня радует, понимаете? Радует, потому что нас знают. Очень хотелось бы, чтобы мы сами себя знали. Очень хотелось бы, чтобы мы могли себя сохранить. И очень хотелось бы, чтобы мы еще и развивались. Да, это было когда-то, далеко, давно, но нам нужно еще идти вперед, нам нужно шагать, глядя, скажем так, в светлое будущее. Пандемия закончится, и мы опять облачимся в наши красивые платья. Пандемия закончится, и я надеюсь, Всевышний нас всех убережет. Я хочу вам сказать, что, может быть, есть смысл немножко поберечь нашу природу, и, может быть, есть смысл возродить те утерянные традиции, которые у нас были. У нас были великолепные мастера резьбы по дереву, были великолепные мастера резьбы по кости. Вот, вы знаете, мы можем всем миром взяться и все это возродить. Мы можем всем миром взяться и делать великолепные льняные холсты, которые тоже у нас ткались. А краски нам поставлялись именно оттуда. Это делались ковры из натуральных красок, это марино-красильный красивый цвет, кашинель, шафрановые цвета. Почему все-таки наша культура любит красивую, яркую тональность? Потому что в силу климатических условий у нас, конечно, зимы долгие, а хочется праздника, красоты, поэтому на ярмарках всегда именно продавались яркие ткани, яркие ленты, тосмалар. И шул тосмаларны ярминкалардан сатып алып кайтып, кызларыбыз, яшь кызларыбыз күлмәкләрен шулай иттереп, матур иттереп бизәгәннәр, менә алкаларны тапканнар, һәм инде су буйларына уенга, җыенга, җыр җырларга чыкканнар. Поэтому мне очень хочется, чтобы нынешняя молодежь была в тренде. Мне очень хочется, чтобы нынешняя молодежь сумела красиво подать. Есть вообще, в принципе, у меня такая идея, очень, вы знаете, собрать некоторых специалистов от фэшн-индустрии и сделать такую перезагрузку и подать вот татарский национальный костюм в современной подаче, чтобы все ахнули. Вот чтобы это было здоровски современно, здоровски модно, и чтобы мы, когда выезжали куда-нибудь за пределы своей страны, просто очаровывали, удивляли и, в общем-то, были на первых ролях, как законодатели моды в том числе. Рима Ханум, дело в том, что вы так всего много уже рассказали, но вот я помню, мы договаривались, что вот по поводу дежурных орнаментов, да, вот немножечко, вот, ну, Да. как бы вот этот аспект. Потом по поводу ткани, вот вы показывали книгу. Вот время-то уже у нас час пролетел, и у нас же там еще небольшой сюрприз есть по поводу преемственности и как это можно дальше развивать. Но все равно давайте про дежурные орнаменты. Это вот, ну, будем говорить о наболевшем, потому что все их делают, принты разные, сюда, какие-то вот, ну, как бы вот эти элементы. Вот расскажите, что с этими орнаментами? Все в порядке, не все в порядке? Какие из них? Вы знаете, вот про дежурный орнамент хочу сказать. Это уже мое обращение к молодежи, к дизайнерам, к тем, кто занимается этностилем. Ребята, давайте-ка мы не будем брать, скажем так, рисунки с кожаных сапог и лепить на одежду. У меня к вам большая просьба. У нашей культуры, у нашего наследия очень много своей орнаментуры. Тот же тюльпан можно подать очень красиво и правильно.
Вот. Но я бы хотела обратить внимание на такое замечательное украшение, как изю. Изю, татарское изю, в нем вы никогда не увидите вышивку. Вот такая вот интересная вещь. Вот если бы вы изю взяли бы и сделали такую современную подачу изю по тем музейным экспонатам, это было бы здорово, потому что меня немножко коробит, когда берут рисунки Кушкар, Мящебаша, Бакабата – это те рисунки, которые есть в кожаной мозаике. И лепят это и на футболки, и чуть ли не на головные уборы, и так далее, и так далее. Вот у меня мой совет к вам. Не поленитесь, возьмите книги наших ведущих, скажем так, профессуры, то есть профессоров, которые занимаются этникой. Возьмите, почитайте книгу Сусловой, возьмите, почитайте книги других авторов. И я вам хочу сказать, что вот там представлены изю, вот там представлены интересные вещи. А вообще, в принципе, если вам даже лень читать книгу, сходите в музей, и вы там все увидите. У меня к вам большая просьба. Не нужно рисунки обуви лепить на одежду. Вот вы знаете, кожаная обувь, она абсолютно такая, говорящая сама за себя, и она абсолютно законченная. Ее не нужно повторять нигде и ни в чем. Кожаная обувь – это отдельная история нашей культуры и нации, и поэтому я бы хотела сказать молодым дизайнерам, если вы решили заняться дизайном современной одежды, вот возьмите на вооружение кожаную обувь как обувь, но не как рисунок кожаной обуви, которую можно переносить на одежду. Так, это мы разобрались. А вот по поводу ткани и так далее, вот вы книгу показывали в начале, вот перед, ну, как бы в анонсе, да. Что это за книга? Можно ее вот нам сейчас в эфир тоже предоставить, потому что всего много, хочется каждому аспекту посвятить время, но все-таки ткань там вы показывали, что это за образец? Я показывала, перед началом нашего эфира, мы так между собой поговорили. Вы знаете, я очень благодарна профессору Альмееву за его подарок. Он подарил мне книгу, которая называется «Тепа Зандани. Ткани Занданичи». Это уникальные ткани. В этих тканях... Можно вот чуть-чуть ближе к центру. То есть это вот ваша поездка, которая состоялась в феврале, да, в Бухару. Да. И вот профессор вот вам подарил эту книгу. Это такая вот, это новая книга? Знаете, это очень интересная книга. То есть эта книга рассказывает о той ткани, которую носили наши предки, которую носили еще во времена начала, скажем так, эпохи, вернее, не во времена начала, а во времена зороастризма. Это доисламский период, естественно. И я вам хочу сказать, что вот в этих тканях наше духовенство ходит до сих пор. Этой ткани очень много тысяч, много лет. Эта ткань уникальна по своей подаче, по своему изготовлению, технологии изготовления. Да. Некоторые ее знают как бекасам, и это шелк. Ее, кстати, она, вы знаете, она ткется по-разному. То есть есть здесь смешанный шелк с хлопком, есть стопроцентный шелк, и есть даже хлопок просто. Я вам хочу сказать, вот наши сановники духовные, они знают, что такое бекасам, и они шьют свои халаты. Это прародитель бархата. Вот как. Да, и эта ткань была очень крепкой, и эта ткань долговечна. И опять-таки мы возвращаемся к полезным свойствам шелка. Это ткань из шелка, которая берегла вас от разных болезней, в разных походных условиях и так далее. И вот этой ткани очень много лет. Нас тут пригласили в Бухару на
одно из мероприятий, если получится, дай бог, чтобы, Алла берса, иншаллах, чтобы у нас получилось наша поездка и представление нас там. Хочется себя представить. Вот. И я вам хочу сказать, что как же все-таки удивительная история. Вот эта ткань, которая описана еще в Авесте, понимаете, в Авесте упоминается эта ткань. Вот в этой ткани ходили наши правители, в этой ткани ходили наши духовные сановники, и в этой ткани ходили и шли на какие-то бои, на какие-то полководцы, я имею в виду тот же самый Кубрат-хан, носил эту ткань, вернее, одежду из этой ткани. Вы представляете, вот такая древняя ткань. Да, то есть Авеста – это 2 век до нашей эры, насколько, да, вот Да, до этого да, мы уточнялись. Да. А вот по поводу сохранения общеимперского стиля, я вам хочу сказать одну вещь. Смотрите, общеимперский стиль, о чем я говорила, это монгольский, фасон монгольской одежды. Естественно, потом, так как все-таки люди перемещались, было великое переселение разных народов и так далее, у нас оно практически не сохранилось. На сегодняшний день мы это не сохранили. Но в одежде 19 века, в одежде начала 20 века эти следы еще прослеживаются. Вот посмотрите, какие они, эти следы. Вот, да, давайте поподробнее. Так, это вот. Это получается как раз имперский стиль, окантовка идет, да, насколько я понимаю? Да, это черты имперского стиля. То есть это, скажем так, последние остатки. Это жилянер, это бишметляр и так далее, и так далее. Оно сильно трансформировалось, потому что у нас другие климатические условия. Естественно, у нас платья поэтому были... Почему у нас... Вот вопрос. Почему у нас так шикарно развивалось ичижное искусство, кожаная обувь? Потому что климатические условия. Потому что мы не живем в тех теплых краях, где можно носить длинное платье и такие легкие шлепки, из чего угодно. А у нас, у нас платье поэтому было чуть короче, но зато у нас щитек, и этот щитек был и есть, не только был, и есть это великолепие, это шикарное наследие татарской культуры. Так, Рима Ханум, а вот мы говорили о том, что на сегодняшний день существуют учреждения, которые, в принципе, помогают, да, разобраться во всем этом наследии культурном, да, с костюмом, с орнаментом. И, в частности, вот мы для нашей встречи подготовили сюрприз, потому что можно говорить о прошлом, да, вот как бы что нажито, что смогли из архивов поднять, но есть непосредственно в Казани такое учреждение, которое работает денно-ночно, образно говоря, и все эти моменты культивирует, и как бы идет популяризация, да, и организация в том числе вот этого международного проекта «Алтын Хасите». Правильно я понимаю? То есть мы как раз... Совершенно верно. Вот сейчас мы хотим представить ключевого человека, персону по этому проекту и рассказать, послушать, что же именно делается в стенах этого учреждения. Итак, надеюсь, с нами Алсу Равильевна Мифтахова. Вы здесь с нами, вы слышите нас, директор государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр внедрения, инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан». Алсу Ханум, мы вас приветствуем, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, потому что Рима Ханум рассказала, вот такой экскурс провела, потому что было, что вот, ну, как бы нажито. А вот как дальше с молодежью идет работа, и как вы помогаете тем же дизайнерам, и что это вот эти внедрения инноваций, сохранение традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Алсу Ханум, приглашаем вас к эфиру. Так, Алсу Ханум, где вы? Мы пока ждем Алсу Ханум, тогда такой вот вопрос, Рима Ханум. Дело в том, что, насколько я понимаю,
в 2021 году тоже определенные процессы, да, вот организационные по данному проекту происходят, потому что все-таки мы затронули, да, тему, что ХСТ, да, это объединяющий такой вот, получается, на международном пространстве, да, наш татарское украшение, индикатор, да, вот, собственно, и того же имперского стиля, правильно? То есть это совершенно верно. Да, это абсолютно имперский стиль. Это стиль прям удивительный. Я даже, вы знаете, я не думаю, что мы остановимся 7 веком. Меня теперь уже сложно будет, наверное, остановить. Во-первых, меня это очень... Я горжусь тем, что я дошла до каких-то истоков. Но я не думаю, что мы на этом остановимся. Я еще буду искать истоки других наших, генезис наших украшений и аксессуаров. И я думаю, что мы там очень интересные можем накопать. Вот мы планируем еще этнографические экспедиции совершить в некоторые регионы Российской Федерации, где, я думаю, что мы тоже найдем много чего интересного. Нам уже об этом разведка доложила. Здорово. Рима Ханум, пока ждем Алсу Ханум, скажите, пожалуйста, вот ваше взаимодействие, да, вот по проекту с данным ресурсным центром, вот как оно выстраивается? То есть они, получается, дают вам какую-то базу, в чем ресурсность, вот как строится сотрудничество с дизайнерами? Вот Алсу Ханум, да, как раз присоединилась. Ура! Нет, я просто включила звук, я была с вами на протяжении всего эфира. Я просто немножко технически, видимо, не очень опытно подошла к этому. Самое главное, что вы с нами, да. Мы как раз и говорим о том, что приветствуем вас, во-первых, Алсу Ханум, и рады, что вы сегодня... Я тоже рада вас приветствовать. Уделили время, внимание, дарите его нам, нашим подписчикам. Вот скажите, пожалуйста, чем именно помогает ваш ресурсный центр вот в таких проектах достаточно серьезных, на которые расстилается на международном пространстве от НХСТ? Вот можно поподробнее? Ну, я хотела бы сказать немножко о нашем центре, прежде всего. Центр наш, вот вы говорите, да, такое сложное название, внедрение инноваций и сохранение традиций. Вот для нас это важно, чтобы при внедрении инноваций мы сохранили свои традиции. Вот именно на это у нас и направлено это все. Для того, чтобы сохранить, мы должны показать, что делать правильно, что неправильно. Вообще понятие правильно-неправильно, конечно, не существует, но показать исторические корни, исторические истоки – это тоже наша задача. Вот международный конкурс Алтын ХСТ – это, в принципе, один из проектов, реализуемых как бы нашим центром, потому что их очень много в плане сохранения нематериального и культурного наследия. Это произошло по инициативе, конечно, нашего министра культуры Аюпова Ират Хафизяна. Мы как бы вот с Рамзией Анваровой являемся организаторами этого проекта. Мы смогли организовать. И в условиях пандемии, несмотря ни на что, нам было выделено все-таки финансирование. И хотя мы планировали этот проект в достаточно большом масштабе сделать, но мы его сделали, и сейчас мы подготовим коллекцию, которую представим на суд зрителя, и которую хотели бы потом транслировать уже на и регионы, и вообще на весь мир. Вот. Что мы как центр как бы можем предоставить, да, мы ведем реестр объектов нематериального культурного наследия, и в скором времени вы на нашем сайте можете увидеть сам реестр, паспорт, то есть этого объекта нематериального культурного наследия. Поэтому мы все вот это зафиксируем. Для того, чтобы как бы сохранить, надо правильно зафиксировать, научно обосновать и как бы прикрепить аудио, видео, как бы материал для того, чтобы это было, люди могли этим пользоваться. И вот вы сейчас интересовались орнаменталистикой. Орнаменталистика, она, в принципе, это изученная уже, изученная Валеевым, Сулеймановым, прежде всего, да, это есть ВКонтакте, этот учебник, то есть вы можете посмотреть по орнаменталистике, там у него очень много всего, там и в зодчестве, как это применялось, и везде. То есть у нас много ученых, которые могут вот в рамках вашей программы провести интересные лекции, познакомить вас вот с тем, что вы именно хотите, потому что
вы хотите более глубоко понять, что печатать вам на ваших платьях, как это носить правильно. Ну, то есть простым языком, если сказать. То есть это вот все, что интересует как бы сейчас молодежь. У нас очень обширная сеть вот сейчас, на самом деле, этих креативных дизайнеров, которые популяризируют, так скажем, наше наследие, а наша культура, она вообще очень многогранная, то есть она взяла в себя из разных культур очень много всего. И поэтому говорить, вот вы говорите о том, что у вас там и русские корни, и татарские корни у вас слились, то мы вообще не знаем, какие корни у нас очень далеко, да, то есть мы все, наверное, тоже чистокровных, у нас даже, наверное, и не осталось, но будем надеяться, что мы есть, но мы пытаемся сохранить свою культуру. Мы считаем, что это наша идентичность, то есть мы ассоциируем себя именно вот с этой культурой, и мы гордимся тем, что мы являемся как бы татарами, и поэтому сохранение – это самый важный аспект на сегодняшний день, я считаю, но сохранение его и, естественно, с тем, что мы должны больше интересоваться историей всего, то есть потому что орнаменты даже вот на... Вот, у нас есть Ильдус Гайнутдинов, который является основателем Арской, ну не основателем, он работал, то есть был директором долгое время Арской фабрики кожаной, вот, сапог, где из кожаной мозаики, в общем, делали, вот. И он рассказал такую вещь, что у него был как раз его преподавателем Валеев Сулейманов. И он рассказал, что это всегда носило, они считались оберегами. И чики всегда считались оберегами. Если вы перевернете орнамент вот сапог, вы вывернете его снаружи, то вы увидите такое улыбающееся лицо. То есть это уже к нам пришло из язычества, но это улыбающее лицо и как раз оберегало от злых духов, от всего нехорошего, и поэтому эти ичиги носили на ногах женщины. То есть это тоже своего рода являлось оберегом. То есть помимо того, что это просто было красиво. Это вот в вашем центре много таких секретов можно узнать. Да, Нет, да. ну это не только в нашем центре. Я вот, например, слушала интервью Гузель Фаатовны буквально недавно по ТНВ, очень интересное интервью было. Она сказала, что как бы шапка Мономаха – это татарская шапка женщины, то есть это женская шапка, и, ну, не, то есть из татарской культуры, то есть там орнаменталистика, вот это, там было перо вместо как бы креста. То есть вообще таких интересных историй очень много. И наши как бы историки, ученые, они этим обладают. Я вот вам рекомендую обратиться, как бы, чтобы они вам привели такие интересные ликбезы, потому что я говорю, я даже сама прям поражена была, насколько все и увидела, ведь на самом деле вот эти все элементы именно в этой шапке Мономах, когда никогда не ассоциировала ее как бы с татарской культурой. Вот. Поразительно. А вы с дизайнерами работаете? Вот ваш центр, он, получается, как построено взаимодействие? Вот приходит дизайнер или как это все выстраивается? У нас это отдельное направление, это работа с мастерами народно-художественных промыслов. Это то... Ой. Где куда-то у нас, как только заговорили про дизайнеров, самое главное, по дизайнерам появилась, да, Рима Ханум. Так, где наша уважаемая Алсу Ханум? Что-то сорвалось. Видимо, да. В продолжении шапки Мономаха могу сказать, действительно, это там есть много главных уборов, которые перешли именно от Казанского ханства. В Оружейной палате в Москве они представлены. И вообще фасоны вот всех этих главных уборов, они действительно принадлежат нашему наследию, золотоордынскому наследию Казанского ханства. Сейчас у многих, знаете, так глаза, что? Да, как? Да, как такое именно возможно? наследие. И вот когда в 1913, если я не ошибаюсь, или 12 году последний царь, русский царь Николай II провел костюмированный бал, где были одеты все они до Петровской в одежду
русской монархии, скажем так, до Петровского периода. Это вот прям можно брать и писать книгу о наследии Золотой Орды, о наследии Казанского ханства. Вот так вот. И когда говорят, что ну давайте поищем, где что было. Вот действительно, мы когда искали, и случилось так, что мне говорят: ты где, далеко, куда ушла? Ты нигде дальше Московского Кремля, оружейной палаты ничего не увидишь, потому что вот бери любой костюм, и это есть костюм периода Золотой Орды. Там некоторые детали только изменены, а все парча, вышивка с золотом, позументы, инкрустация и так далее, это вот все наше. Это называется такая кульминация, приплыли. Да, это Шапка Мономаха. Совершенно верно. Ну что ж, вот он как бы получается имперский стиль, и вот эти вот, ну как бы настроения, когда там начинают это связывать с какими-то уже политическими повестками и так далее, но в одежде же много всего упаковано, смыслов, да, контекстов, да. И теперь кожаная мозаика, она несет в себе очень много интересных сведений и несет в себе очень много интересного сакрального. Это действительно, вот как Алсу сказала, это был как и оберег. Вот. Обереги еще, да, оберегами еще были вышивки по подолу, и по рукавам платьев, и камзолов, и жилянов и так далее. Это тоже были своего рода обереги. И в разном направлении всего, то есть применялись наша орнаментура. Я имею в виду, применялась в зодчестве, применялась. Это солярные знаки в том числе, а солярные знаки – это доисламский период, это тоже действительно оберег, и очень сильный оберег. Его нужно уметь красиво преподносить и правильно подавать. Вот, Алсу Равильевна включилась и продолжает. Я прошу прощения, я не рассчитала, видимо, свой заряд телефон, потому что я телефон включил, и он у меня просто вырубился. В общем, я хотела продолжить в части народно-художественных промыслов. Мы поддержку какую оказываем. Прежде всего, мы являемся... Министерство культуры, оно обеспечивает грантовую поддержку, но мы собираем заявки, то есть мы организовываем показ вот этих и как бы предоставление этих грантов. В прошлом году было 17 грантов было предоставлено по разным проектам. Вторая часть – это проведение, организации художественно-экспортного совета. Это когда мы изделиям присваиваем как бы художественное достоинство, то есть относим их к изделиям народно-художественного промысла. И в рамках этого в прошлом году у нас были организованы как раз мастер-классы и лекции с известными, с нашими ремесленниками. И вы можете их посмотреть тоже в Ютубе на Татфолк у нас, и в Инстаграме тоже Татфолк. В общем-то, мы все это оставили в видеолекции и планируем пополнять тоже для того, чтобы люди могли посмотреть в любое удобное для них время. То есть все вот эти мастер-классы мы очень хороший отклик получили, потому что по итогам мы даже выдали удостоверение о повышении квалификации. То есть это тоже людям надо было, это и для тех, кто это преподает. То есть у нас же все равно все надо начинать с детей, поэтому детские школы искусств – это одно из первой ступени, которые начинают готовить детей и интересовать, чтобы они заинтересовались именно нашим наследием. И наша задача именно в этом, то есть чтобы мы их могли познакомить с этим. У нас, в принципе, вообще трехступенчатое образование, то есть в республике, да, то есть у нас есть и детские школы искусств, есть и техникум, потом они идут в Институт культуры. Вот. Проанализировать в прошлом году, когда мы участвовали в ремесленном конгрессе, то есть проанализировав, мы поняли, что там из 105 школ только, например, там около 8 школ, да, имеют направление декоративно-прикладное искусство. И как бы от этого становится уже грустно, потому что мы уже начинаем как бы его утрачивать. Поэтому мы сейчас пытаемся это все восстановить.
Да, на базе Суханом. Ага, То есть, получается, у вас такой как бы собирательный, в том числе аккумулирующий, да, такой орган, который смотрит, что какая обстановка в целом, да, и подхватываете, такое тоже в какой-то степени наставничество, и даете возможность развивать, начиная с юных, с деток, да, чтобы они вот правильную информацию получали и пропитывались вот всей этой нашей эстетикой, да, традициями, культурой через народные промыслы. Я да. поняла, Но да, культура — здорово. это всегда отложенный эффект, понимаете? Мы должны Да. все закладывать раньше. То Мгм. есть мы должны закладывать детей, получим эффект мы там через 10-15 лет, но мы его получим. То есть, но сейчас ситуация, она вот, ну, немножко, я считаю, что надо помочь. Хотя очень много среди молодежи, людей, интересующихся этим, то есть очень много вот только что и одежду начали шить, и какие-то элементы начали. Это тоже очень хорошо, потому что это все для популяризации, и в регионах этим интересуются. Также для промысловиков, для таких мы организуем выезды на различные вот выставки, продажи. Это и ладья, то есть это и в М. Санкт-Петербурге, то есть в Санкт-Петербург мы тоже выезжаем, то есть мы как-то пытаемся им помочь для того, чтобы они могли транслировать, ну или и даже не только транслировать, а именно привозить, то есть, вот, допустим, в Питер для татар, проживающих на территории как бы Питера, ту продукцию, которую они ждут. И то есть даже когда в Москве на ладье очень много подходит именно людей, которые вот ждут, когда приедет Татарстан своими Да, ремесленниками. да, Да. это я могу подтвердить. Мы по линии Акалфа, когда приезжали, Алтемий, вот Тукаевский район и так далее, как только видели вот эти ярмарочные моменты, конечно же, это такая притяжение, да, как магнитом, потому что и я там помню, Калфак себе взяла, тоже как бы прикупила, и там наши все тоже, наша делегация, и это всегда очень здорово вдохновляет, и там же тоже мастер-классы. Я поняла, теперь будем знать. Итак, значит, давайте финализируем нашу сегодняшнюю встречу. Значит, существует у вас, как я поняла, инстаграм-канал и сайт Татфолк, правильно? То есть мы Татфолк, можем, да. да, мы отдадим ссылочку на этот ресурс. То есть мы туда заходим, и там можно будет тоже определенным образом познакомиться с теми материалами, которые помогут тем же молодым дизайнерам, и вообще, кто просто хочет рисовать татарские орнаменты с детками дома, да, то есть, в принципе, по Да, идее, да, да. отлично. Вы Если там есть выкладываете... такие запросы, вы, в принципе, можете обращаться и к нам на почту электронную. То есть если вас вот прям какие-то вещи очень штучно интересуют, то есть мы, в принципе, ответим, где вы этот материал можете взять. Великолепно. То есть это как бы вот такое окно, общее окно, в которое вы как бы объединяете весь такой масштаб ремесленников, которые хранители, да, вот тех или иных вот направлений. Да, традиции. Да, здорово. Так, этот момент учли. Есть ли на вашем сайте сетка программа мероприятий на 2021 год? Ну, как бы, собственно, чтобы понимать, пандемия, то... Да, мы как центр вот такой объединяющий, мы организовались в июле, и Мгм, сайт у нас запустится вот буквально на днях, потому что сейчас вот мгм, идут как раз технические работы, и, естественно, мы планируем публиковать план работы на мгм. год и ближайшие мероприятия, которые мы организуем с центром на сайте, да. Ну, мы практически сейчас пользуемся Инстаграмом, мы туда Ну, кидаем да, информацию, то да. есть Мгм. соцсети сейчас. Здорово. Но да, то есть ресурс этот будет, но он будет Мгм. в конце марта у нас запущен с 1 апреля. Мгм. Ну что ж, ну, весна, да, перезагрузка, новые, да, все-таки инновации нужно, да, чтобы современный был ресурс, Да. понимаем, да. Ну что ж, какие мы можем сделать финальные такие аккорды, дополнения к нашему сегодняшнему выступлению Иримы Ханум по поводу вот имперского стиля и вообще судьба нашего, да, национального татарского костюма ну, как бы в парадигме современных сегодняшних реалий, да, вот ваше мнение экспертного, Суханум, скажите, вот татарский национальный костюм, его судьба, вот какова, вот что вы можете сказать? Вот, идешь по улице в Казани, не в Казани, в Санкт-Петербурге, увидим мы вот элемент или что-то, вот Но какова мы судьба? уже это видим, и это очень радует. У нас очень много людей, которые транслируют на себе какие-то элементы татарского костюма. Сейчас наша задача, чтобы эти элементы, то есть они не были как бы
как скажем, не выглядели вычурно или, допустим, на каких-то не использованы были ткани, но вот здесь это как бы Рамзия Ханум уже об этом говорила, но я считаю, что будущее есть. И будущее, то есть мы сохранить в настоящее время, я могу сказать, что мы сможем. И мы для этого сделаем все. То есть вы, как бы все, кто хотят это видеть, нам поможете. Вот. Как-то так. Да, это двухстороннее движение, безусловно, то есть вы вкладываете и обратная связь, в том числе тот же наш портал Питер Татар, мы готовы этот момент тоже культивировать и как бы собирая информацию, направлять к вам, ну как бы быть таким мостиком соединяющим. Здорово. Ну что ж, я благодарю уважаемых спикеров и Асу Мифтахову, и нашу уважаемую Риму Кашапову вот за сегодняшний наш эфир. Мы подняли достаточно серьезную и красивую тему «Весна, пробуждение», чтобы мы все-таки обновляли свои, будем так говорить, и не только настроение, и внешнее, и несли вот в свой народ, и радовали другие народы тем, что в нас лежит в корнях наших, и транслировали это правильно, грамотно, понимая, что тот орнамент, который на ногах, тот орнамент, который должен быть на груди, и все вот эти моменты. Только вверх. Цветы только вверх. Да, цветы только вверх. Ну что ж, Асу Ханум, Рима Ханум, я благодарю вас за сегодняшнюю интереснейшую беседу, диалог и лекцию, в частности, вот Рима Ханум, которая подарила нам. И до новых встреч. Всю информацию мы выложим у себя на нашем вот под видео по ссылкам. И будем дружить, как говорится, домами. Ждем в Санкт-Петербурге здесь. Обязательно анонсируйте, готовы анонсировать ваши мероприятия, ваши поездки какие-то, да, вот эти проекты у нас на нашем сайте. Ну что ж. Спасибо огромное вам. Спасибо огромное. Рима, спасибо. Да, спасибо, появитесь. моя дорогая. Была рада видеть. Очень скучаю. Да, вот, да, я думаю, что это не предел, потому что здесь, конечно, хотелось все сразу дать, но это невозможно. Да, мы сейчас заканчиваем как раз эфир и, соответственно, прощаемся с нашими... Всех с наступающим праздником, милые дамы. Hürmetli xotin-qizlar, tabrikliymiz sizni, yoratamiz. Sizga uzun umr, salomatlik, уңышлар. Гел менә шул хәтле безнең милләтебезнең эталоны булып калыгыз, хатын-кызлар. Sizga уңышлар. Рима Ханум, я вас обожаю, да, вы просто на татарском языке такую кульминацию сделали за меня. Рахмат Викзур, ну что ж, всех с праздником, да, всем цветений, хорошего настроения с весной. Сау Булыгыс, да, я, Катифа Ганидинова, прощаюсь с вами. До новых встреч в нашем аккаунте Питер Татар здесь на YouTube-канале. Всем хорошего настроения, Сау Булыгыс, уважаемые гости и спикеры.